Спасибо всем, кто нас ждет в эфире «Аргама». В структуре всех фобий современного общества страх заболеть раком, онкофобия занимает одно из ведущих мест. Хоть и считается, что это иррациональный страх, ситуация с онкозаболеваниями создает основания для серьезного беспокойства многих и многих людей. Спасибо, Эдуард Валерьянович. Я знаю, что вы провели большой форум, первый, абхазский, медицинский. Я думаю, что вы пока даже не успели отдохнуть после этого мероприятия. И вы согласились сегодня прийти к нам на эфир. Это, во-первых. Во-вторых, еще благодарю за то, что вы решили для нас очень важный организационный момент для эфира, обеспечив участие в нашей передаче, в нашей программе исполняющего обязанности главврача Республиканского онкологического центра Нарта Ганки. Да. Вот мы знаем, что Нарт Валерьевич за короткое время в этом центре, думаю, что очень повлиял на ситуацию, которая была в больнице, но, по-моему, общение со СМИ он воспринимает как пиар, очень скромный человек, но большой труженик и хороший специалист. У нас самые-самые такие замечательные отзывы о его работе, но привести его на эфир нам не удавалось, и сегодня это произошло. У нас в гостях министр здравоохранения Будба Эдуард Валерьянович, исполняющий обязанности главврача онкологического центра Ганги Нарт Валерьевич. В нашей передаче принимает участие профессор-онколог, член, по-моему, всех ассоциаций, российская, европейская, американская ассоциации онкологов, и член Российского общества химиотерапевтов, член-корреспондент Российской академии естественных наук Когоня Лали Михайловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам. Вместе со мной сегодня ведет передачу журналист Эсма Гуландзе об онкологии в программе «Аргама». Вы знаете, мы с Лалей Михайловной переписывались эти дни. И вот накануне я очень робко уже напомнила о предстоящем эфире. Робко потому, что я боялась помешать. Я знаю, что Лаля Михайловна ведет прием больных. Она приехала в Абхазию и помогает нашим больным. И я получила такой ответ. Только завершила прием, но я вам написала СМС, не стала звонить, да? Завершила прием больных в онкоцентре, не слышала звонка, извините. Вот так и было. Профессор, да, я цитирую ваши слова. Но мы, наверное, сегодня обсуждение проблемы онкологии, вообще онкологии прежде всего, конечно, да, вот в Абхазии начнем с министра, потому что наш главный чиновник по здравоохранению провел очень большое мероприятие, я уже упомянула, это первый Абхазский медицинский форум. Что этот форум значит для нас и какие выводы и результаты можно уже огласить? Вам слово, Эдуард Валерьянович. Спасибо за вопрос. Хотел бы поприветствовать всех присутствующих в студии и сказать огромное спасибо за то, что мы в очередной раз были приглашены на площадку государственного абхазского телевидения. Это для нас очень важно и очень почетно. Добрый вечер всем нашим телезрителям, которые нас смотрят. Да, действительно, 24-25 апреля 2023 года проходил первый абхазский медицинский форум на территории Республики Абхазия. Очень важное знаковое событие для всего медицинского сообщества Республики Абхазия. Проходил в здании Кабинета министров, вы знаете, на большой площадке с поддержкой руководства страны, при личной поддержке президента Аслана Георгиевича Бжаня, при поддержке нашего премьер-министра страны Александра Золотинского Анкваба. Без вот таких вот наших сильных лидеров не получилось бы, наверное, нам сделать такой форум.
И дальше я хотел бы сказать о наших гостях из Российской Федерации. Приехали 5 академиков с российской стороны, приехали 4 члена-корреспондента Академии наук, приехали ведущие профессора, заведующие кафедр, люди, которые практикуют, мануальные терапевты, травматологи, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги, стоматологи. Очень большой, так скажем, в скобках, десант прибыл на территорию Республики Абхазия впервые в таком составе. Они даже сами потом, сначала кулуарно, а потом широко и на телевидении сказали, что даже в таком составе мы на российских конференциях не собираемся, потому что если идет тематическая конференция, 1-2 тематических академика, когда присутствует, это очень серьезно. 3 это вообще очень круто. У нас было 5 академиков, 4 члена-корреспондента и ведущие профессора. Помимо того, что мы проводили доклады, там, дискуссии, задавались вопросы, все это освещалось абхазским телевидением, за что, Елена Шотовна, вам огромное спасибо и всему вашему коллективу. 2 суток станция ПТС стояла, снимала, отснимали весь этот материал. И дополнительно и на консультациях, и вообще весь эфир, как вы сказали, был заполнен этим форумом, потому что это было такое событие, которое сегодня нужно нашему обществу, нужно нашему медицинскому сообществу. Вот, это все было сделано с поддержкой Ассоциации реабилитологов Республики Абхазия, которая была создана не так давно, буквально несколько месяцев, с помощью Российского медицинского общества, которое возглавляет академик Российской академии естественных наук Евгений Евгеньевич Ачкасов, который тоже прибыл в составе делегации. Помимо докладов, еще были практические консультации, такие как видные российские и мировые ученые, академик Караулов, великий иммунолог, аллерголог. После своего доклада поехал в республиканскую больницу. Мы под него и под тех специалистов, которые приехали в республику, собрали пул пациентов, которые ждали эту консультацию. Значит, академик Караулов проконсультировал, ездили стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, нейрохирурги, очень много граждан, нуждающихся на тот момент, на консультацию невозможно там записать по 50 человек, да, понятно, определенный пул был записан, заранее проговорен с диагнозами, и они все эти получили консультации. Помимо этого, мы позвонили нашим российским друзьям из Федерального медико-биологического агентства. Прибыл Антон Владимирович Жаглин со своим заведующим отделением, Антон Владимирович Жаглин работает, возглавляет всю ортопедо-хирургическую службу в одном из подразделений Федерального медико-биологического агентства. Они прилетели в Сухум, приехали к нам, подготовили мы под них пациентов. Минздрав закупил 2 эндопротеза коленных суставов фирмы Johnson & Johnson, и они провели показательные мастер-классы по замене коленных суставов. Поэтому прекрасно. И наши коллеги, которые находились в операционной, для них это было такое и познавательное, потому что мастер-класс проходил с полным циклом и рассказов, и объяснений, как вообще хронологически все должно проходить. Все это заснималось на видео, наши коллеги все это смотрели, а потом все вот это вот, знаете, все закрепляется на личных связях. Я хотел бы, чтобы они еще раз приехали, потому что коллеги владеют и оперативными вмешательствами по сложным операциям по тазобедренному суставу. Там тоже есть определенная градация, когда наши коллеги здесь пока могут делать такие достаточно стандартные операции, а сложные случаи достаточно тяжело делать, но для этого нужен определенный базис знаний. Вот коллеги приехали, они показали, как делается коленный сустав, в будущем могут приезжать делать там, допустим, тазобедренный сустав. И еще такая новинка, и еще точно в Абхазии это никто не делал, мы с Антоном Владимировичем уже переговорили на эту тему, замена плечевого сустава, эндопротезирование плечевого сустава. Помимо вот этих моментов, плановых консультаций, я бы их так назвал. Почему именно такие операции? Ну, потому что они востребованы. Востребованы, да? Я объясню. Да. Потому что мы отправляем наших граждан, которым нужна та или иная высокотехнологическая медицинская помощь за пределы Республики Абхазия в Российскую Федерацию, но пациенту сегодня и лучше, и эмоциональнее, и вообще находиться на территории Республики Абхазия, в нашем лечебном учреждении Республиканская больница, и оперироваться здесь на месте. Да? Ну, конечно, да. А вот приехать в Российскую Федерацию, да, там мы организовываем нашим пациентам, допустим, по гарантийным письмам приемы в лечебных учреждениях Российской Федерации,
но это все равно логистика, это надо поехать, надо где-то на какой-то период остановиться, потом будет вопрос реабилитации, восстановления, обратной дороги, на все это тратится время. Хочу сказать, что после того, как была проведена операция 24 числа, 25 числа, буквально во второй половине дня исполняющий обязанности главного врача Эрик Эдуардович Хатхуа с коллегами пошел на обход, включил видеосвязь, и пациентка со мной переговорила, она уже ходила по палате, поэтому вот такая у нас была проведена операция, и у второй пациентки также. Но вот это что касательно развития, да, службы вообще хирургической. А мы еще говорим о форуме в плане вопросов реабилитации. Это очень важное направление. Почему реабилитация? Вы вот, когда были в эфире вчера, я слышал такое, почему именно реабилитация, не было онкологов и так далее, Лана Михайловна. Я хочу просто ответить вам. Мы создавали эту ассоциацию, ассоциация была создана, и потом под ассоциацию мы пошли в сторону реабилитации, насколько это важно и нужно. Ну, с чего-то надо было начать, да? Мы начали с элемента реабилитации. И сегодня мы продолжаем в этом направлении активно работать, взаимодействовать с нашими российскими коллегами. Уже сегодня утром был телефонный звонок с Сеченовского университета. Наверное, в ближайшем времени у меня будет выезд в Москву, в Сеченовский университет, для того, чтобы уже закрепить эти вопросы на местах. Будет у нас резолюция форума, где мы пропишем, какие вообще есть возможности у российских коллег, когда они будут приезжать сюда, какие будут мастер-классы, как вообще будем строить взаимодействие, когда, в какие временные промежутки могут приезжать сюда по обучающимся курсам, правильно? Это и, я уже говорил на форуме, у нас очень большой пласт вопросов, которые надо регулировать. Это и сестринское дело, и обучение, и врачебный персонал, и другие нозологии. Да? Но мы просто начали с реабилитологии, учитывая, что Абхазия всегда славилась своими и курортами, и бальнеологией, и водами лечебными. И в советские времена Абхазия страна, которую вообще люди мечтали посетить. И дай бог, чтобы вот такое у нас было в будущем. Но для того, чтобы это все делать, надо вывести совершенно на другой формат оказания медицинских услуг. Они должны быть очень высокограмотными, профессиональными. И для этого вот Российская Федерация нам очень помогает. И мы вот в этом формате начали. А потом, если мы говорим о форуме, который планируем проводить ежегодно, тогда мы уже тематические направления будем развивать. Но помимо форума я уже говорил о том, что мы хотим делать тематические конференции 2 раза в год. Это по весне и по осени, да, в межсезонье, когда можем приехать в республику, собрать по направлению, можем даже говорить о онкологии, можем говорить о педиатрии, можем говорить о разных специальностях. Вот вчера буквально ночью разговаривал с академиком Иваном Сократовичем Стилиди, руководителем онкоцентра, который находится в Москве, ведущий центр. Он мне сказал, что он планирует в июне месяце посетить Абхазию. Если вот он сюда приедет, мы, наверное, все вместе встретим его, и его мнение, его вообще видение о развитии онкологической службы нам будет очень важно, поэтому мы попросим, наверное, Ивана Сократовича посетить онкологический национальный центр, посмотреть своими глазами, что было, что сделано и какие у нас планы по развитию. Учтем пожелания великого академика, который по сей день оперирует, находится в операционной ежедневно. И вот в этом направлении мы тоже работаем. И когда будет тематический, тогда, Лаля Михайловна, мы всех специалистов задействуем. И мне вдвойне приятно, что сегодня находится здесь в студии Лаля Михайловна Кугоня, человек, которого я знаю очень давно, который очень много десятков лет помогает всем людям, и в том числе нашему гражданину, неважно какой национальности, прибывшему из Республики Абхазия в город Москву, и не понаслышке знаю, как трепетно вы относитесь ко всем пациентам, и просто чисто по-человечески хотел бы вас поблагодарить. В интернете очень много информации об онкологических заболеваниях. Я не хотела бы дублировать электронный ресурс. Много чего мы начитываем перед тем, как провести вот такое вот обсуждение со специалистами. Ну, вот из всего, что я читаю, очень много эмоций, и, наверное, они имеют основание. И очень многие пишут, говорят о том, что рак наступает, рак молодеет.
ну, разные, вот разные говорят. А вот от вас, Лариса Михайловна, очень хотелось бы услышать как раз-таки ваше понимание ситуации с онкологическими заболеваниями. Что на самом деле творит сегодня онкология? Я очень рада всех приветствовать, потому что, вы знаете, я достаточно большой промежуток времени отсутствовала в Абхазии и попала, как это неудивительно, в первый же день своего пребывания на форум, о котором мы сегодня говорим. Это небольшая девиация. Потом мы приступим к онкологии. И я была, честно вам скажу, удивлена масштабом того, как это было сделано и каким качеством все это веяло. Это очень важно, и хочу, конечно, вам задать вопрос, как вы это сделали. Это потом кулуарно, пожалуйста, расскажете. Это невозможно просто. Но, тем не менее, поздравляю Абхазию с таким министром. Искренне это говорю, потому что Спасибо. я вообще восхищена той молодежью, которую я встретила вчера в Академии наук, где у меня была беседа с аспирантами, начинающими детьми в науке, начинающими какую-то работу. И вы знаете, я такая воодушевленная пришла, что мне казалось, у меня крылья за спиной выросли, настолько я уверена в том, что в этой стране такие дети поднимут очень большие пласты. Так что министр – это первая ласточка, я думаю, дальше у вас будет все еще лучше, у нас будет все еще лучше. Ну, относительно вопросов онкологии, эти вопросы всегда актуальны, потому что сердечно-сосудистые заболевания и рак – это две самые страшные вещи, от которых любая популяция населения приходит в ужас. Но я вам должна сказать, уважаемые коллеги, что очень уважаемая такая существует огромная организация, собирающая данные по заболеваемости и смертности во всем мире. Она называется «Глобокан». И вот она в 3 года раз публикует данные о том, как изменяется заболеваемость и смертность. И удивительная вещь, за последние 2 года отмечено возрастание заболеваемости, то есть это первичные случаи рака, которых стало больше, но при этом кривая смертности пошла резко вниз. Это говорит о том, что мы за последние 10-15 лет достигли высочайших успехов как в использовании новых диагностических методик, так и в использовании адекватного специального лечения. Поэтому говорить о том, что сейчас рак – это страшно, фатально и все закончилось, ни в коем случае нельзя. Я как пример привожу историю, когда уставший доктор-онколог, ну, представьте меня, когда я принимаю 30 больных, к концу рабочего дня, я думаю, что вы представляете, насколько я устала, и ко мне заходит на прием дама, очаровательная, прекрасно ухоженная, великолепно одетая, и так небрежно мне говорит, что, показывает мне документы и говорит, что у нее заболевание молочной железы 4-й стадии. Вы знаете, по-моему, мне больше помощь нужна вот в этот промежуток времени, нежели ей, настолько она адаптирована к заболеванию. Мы очень серьезно работаем не только в плане использования специальных методов, но и использования психологической помощи этим больным. Поэтому, когда мы с вами рассказываем о пациентах, живущих с 4-й стадией заболевания 10, 12 и 15 лет, это уже не сказки, это те реалии, в которых мы с вами живем. К ним надо адаптироваться и не бояться показаться врачу, если есть какие-то настораживающие моменты. Я просто напомню, что мы с Алией Тимуровной Адлиба, заведующей отделением химиотерапии Национального центра, в программе по радиовещанию «Спутник» сделали анонсирование профилактического осмотра, пригласили население на то, чтобы можно прийти и получить некую консультацию, хотя бы профилактического толка. Вы знаете, мы ожидали, что придет человек 20, пришло 8 человек. Причем это люди достаточно глубоко больные. И это немножко озадачило Алию Тимуровну. Она говорит, почему они не пришли, почему это невозможно сделать так открыто. Неловкость, что увидит сосед, я пошел в онкологию на профосмотр, и что обо мне подумает. То есть это ментальность, которую надо, конечно, менять. Поэтому вот я пользуюсь, я сразу, знаете, так резко пользуясь присутствием замечательного нашего министра, замечательного нового главного врача, я надеюсь, вы меня услышите и поймете, почему бы нам не объявить онкологию, вот, например, следующий год годом онкологии в Абхазии, потому что мне так стыдно, когда в онкологии у нас, да, я слышу, вот из Абхазии привезли опять тяжелейшего больного, то есть уже там делать нечего, его привезли в тяжелом состоянии. Но нам как-то надо вот это все нивелировать, надо, чтобы люди не стеснялись прийти со своими проблемами. Тем более, я должна вам сказать,
Нарт Валерьевич, сейчас у него коллектив настолько интересный. Вот я на них смотрю, это молодые, яркие такие люди. 4 кандидата наук в одном лечебном учреждении. Вы меня простите, это не каждое учреждение похвастается таким замечательным набором кадров. Им можно и нужно доверять. И вот нужно преодолеть этот барьер недоверия местному врачу. Они профессиональны. Другое дело, что их нужно снабдить адекватными вещами для того, чтобы они широко и хорошо работали. Поэтому я думаю, что работы много, она впереди. А по поводу рака, как мы с вами говорили, пока все еще мы говорим, от чего рак бывает. Обычный бытовой вопрос. Мы говорим полиэтиологичен. Множество факторов, и нужно разбираться в каждом Да, конкретном Валерий Михайлович, случае. как раз-таки вот о причинах заболеваний, там, онкологических и так далее, мы поговорим позже. А сейчас вот хотелось бы, чтобы Эдуард Валерьянович рассказал нам вот коротко, или, может быть, в общих чертах, какая ситуация вот в связи с онкологическими заболеваниями наблюдается у нас в Абхазии. Заболеваемость онкологии, значит, да, вот если есть какая-то статистика, Сейчас если вы начнете, Нарт Валерьевич продолжит, я думаю, да. Смотрите, я просто хочу рассказать хронологию определенных действий, событий, да, которые происходят именно в плане управленческих и кадровых, как вы говорите, да, кадрового потенциала Национального онкологического центра. Достаточно большая дружная команда работает в Национальном онкологическом центре под руководством исполняющей обязанности главного врача. За тот период работы, пока находится там Нарт Валерьевич, мы видим, какие изменения происходят. Я сейчас не как министр хочу сказать, а просто как гражданин, как абхазец, который общается с людьми, которому говорит определенные там пожелания люди и так далее. Насколько там дисциплина, насколько там чистота, порядок, отношение к пациенту, да, есть с чем сравнить, скажем так, если брать хронологически. Да, есть и сильные стороны нашего онкологического центра, есть и слабые стороны, да. А говоря о кадровом потенциале, я считаю, что это очень сильная сторона. Если будет соответствующее оборудование, мы можем работать и эндоскопически. У нас есть коллеги, которые работали на роботе да Винчи, да, в Российской Федерации, которые возглавляли отделение в Российской Федерации. Сам Нарт Валерьевич скромно сидит, но он возглавлял один период отделения пересадки печени в Москве. Так, для информации. Вот, поэтому в Институте трансплантологии знают, как правильно выстроить хирургическую службу. Это же очень важно, когда пациент приходит с момента встречи пациента в лечебном учреждении, как вы сейчас, Лалия Михайловна, правильно сказали, вообще психологический настрой. Да? Объяснить человеку, что рак не приговор, что есть очень много методов лечения, которые вообще избавляют человека, и стойкая достаточно ремиссия на долгие года, а может быть десятилетия, в зависимости от нозологии, правильно? Конечно. Да, конечно, когда человеку выставляют диагноз онкологического там, новообразования, это очень, конечно, неприятно. Но другое дело, что это происходит, и надо с этим работать, и надо помогать этому человеку. И методами лечения хирургическими, методами лечения консервативными, там, химиотерапевтическими методами. И в этом направлении очень большая работа идет. Мы и отслеживаем социальные сети. Люди сегодня достаточно могут свое видение излагать и в социальных сетях. И это не запретишь. И это можно видеть и контролировать. А что касательно внутренней службы и развития, я уже сказал, а что конкретно по встречающимся видам патологии, Нарт Валерьевич непосредственно знает, да, он встречает пациентов, он с ними общается, он видит ту линейку вообще пациентов, которые приходят с такими сложными проблемами, а кого-то на ранних стадиях, прямо в режиме, там, допустим, диагностика, когда это определяется, и потом сразу уже принимается комплекс мер для того, чтобы вообще нивелировать эту стадию, там, допустим, первую и там, вторую. Я думаю, что более подробно Нарт Валерьевич ответит. Давайте. Вечер. Я хотел бы начать с хорошей новости. Лалия Михайловна, думаю, вы позволите. Лалия Михайловна, мы сделали предложение поработать у нас в центре. Да, и Лалия Михайловна согласилась, хотя по совместительству. Вот какие кадры вы собираете в этом центре? Да, профессорским составом, значит, наш центр, чтобы пополнялся, пока как в качестве совместителя.
Значит, потому что мы в течение полугода ведем онлайн-консультации тяжелых больных, да, и для нас это очень большая помощь. Мы надеемся, что в дальнейшем Алья Михайловна будет также активно нам помогать, да, в этой работе. Что касается структур заболеваемости, значит, у нас в Абхазии в настоящий момент на диспансерном учете состоит 6500 человек. Из них в 2022 году мы взяли на диспансерный учет 573 человека. При этом следует отметить, что больных на начальных стадиях из этих 573 это 201 человек. Больных, к сожалению, на запущенных стадиях 255 человек. То есть это 50% запущенности? Да, 50% запущенности. Это не очень хорошие показатели. Что касается работы хирургической службы, то в прошлом году мы увеличили показатели хирургической активности на 35%. У нас выполняются достаточно большие объемы хирургического вмешательства. Есть, да, локализация определенная, которую мы не оперируем из-за отсутствия специалистов. Это верхний отдел пищевода, там сложная хирургия, там должны быть пищеводные хирурги, у нас их нету пока, к сожалению. Что касается остальных локализаций, мы у нас в центре проводим все операции торакальные и абдоминальные операции. Что касается химиотерапевтической, это хирургия. Что касается химиотерапевтической службы, то, значит, вот в прошлом году химиотерапевтическое лечение у нас получили 551 человек. Это на 19% больше, чем в прошлом году. Это 3534 курса химиотерапии. Да, хотелось бы отметить и сказать спасибо большое, значит, Фонду обязательного медицинского страхования, который бесперебойно финансирует, обеспечивает химиопрепаратами первой и второй линии. Химиопрепараты из первой линии, второй линии, третьей линии. Первая и вторая линии у нас обеспечивается через Фонд обязательного медицинского страхования. Там идет бесперебойное финансирование. Что касается химиопрепаратов третьей линии, да, это очень дорогостоящие препараты. В прошлом году Министерство здравоохранения, мы вели активную работу в этом направлении, выделило около 18 миллионов на приобретение таргетных препаратов. В этом году заложено около 20 миллионов на приобретение таргетных препаратов. Но есть, конечно, такие моменты, о которых следует говорить. Эти, значит, заложенные деньги мы уже за 4 месяца потратили. Мы не можем сказать онкологическим больным слова «нет». Когда больной приходит, ему эти препараты нужны, да, мы пишем заявки, мы в тесном контакте сотрудничаем с сотрудниками Министерства здравоохранения, с отделом лекарственного обеспечения, с Абхазфармацией, индивидуально подходим к каждому пациенту. Но, к сожалению, это очень дорогостоящие препараты. Так, прикидочно мы посчитали, да, в год около 130-140 миллионов нужно на приобретение таргетных препаратов, потому что в настоящее время 80 человек, значит, получают таргетную терапию у нас в Абхазии. Это очень колоссально большие деньги. Ну, сколько таргетная терапия на одного человека, скажите, чтобы наши Нет, телезрители знали. это по-разному бывает. Да. На одного человека может уйти 3 миллиона, на один курс может уйти. Одна инъекция может стоить 700-800 тысяч, и при этом надо вводить каждые 2-3 недели. И при этом особенность здесь такая, что эти таргетные препараты надо вводить день в день. Если продлить там где-то на 2-3 дня, там, на неделю, ладно, но если дольше, то это уже эффект от лечения фактически нивелирует. И сейчас вы знаете, что происходит в мире, да, экономические санкции, очень много логистических проблем. Вот больные приходят, дайте нам препарат. Министерство здравоохранения связываемся, деньги есть, найти невозможно. В самой Российской Федерации идет дефицит этих таргетных препаратов. Те резервы, которые есть в клиниках Российской Федерации, на складах в Российской Федерации, они оставляют себе, потому что у них тоже больные есть. И логистические проблемы достаточно сильно усугубили ситуацию. Даже если есть деньги, найти препарат именно в срок, да, не представляется возможным. Я хотел бы отметить, что не все, значит, республики постсоветского пространства могут похвастаться таким обеспечением химиотерапевтической службы.
Значит, с момента поступления больного до момента начала химиотерапевтического лечения у нас проходит очень минимальное количество времени. В течение недели, да, мы уже начинаем химиотерапевтическое лечение. Если сравнить это с другими странами, где люди неделями или месяцами с талончиками сидят и ждут приема онкологов, да, ну как есть, да, у нас это гораздо происходит быстрее, но есть определенные проблемы именно с этими таргетными препаратами, с дорогостоящими. Значит, согласно соглашению между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Республики Абхазия было подписано соглашение в 2018 году об обслуживании наших пациентов, то есть граждан, которые имеют, значит, российское гражданство и постоянно проживают на территории Республики Абхазия, что они по полису ОМС получают бесплатное лечение на территории Российской Федерации. Это с 2018 года подписанное соглашение. Однако там камень преткновения было нормативно-правовые документы. Гармонизация именно нормативно-правовых документов. Форма номер 57. Но вот благодаря Эдуарду Валерьяновичу, который активно принимал участие в этом, удалось достигнуть определенных положительных моментов с этой формой номер 57. И теперь мы отправляем больных на лечение, бесплатное лечение, подчеркиваю, на территорию Российской Федерации. Но тоже этот процесс только он шел вялотекущий. Да, сейчас этот процесс идет более активно, но все равно возникают определенные проблемы. Да, вот если человек поступает, например, к нам с другого стационара, конечно, мы собираем консилиум. Это очень дорогостоящее лечение. Конечно, мы повторяем определенные анализы, определенные обследования. И также наши больные, когда поступают в другие клиники, конечно, они собирают консилиумы и обсуждают больных. Это требует определенного времени на повторные обследования. То есть время затягивается. Есть недовольные наши больные такой ситуацией, но это вынужденная мера, это сильное подспорье для нас, для Министерства здравоохранения, потому что это очень большие деньги. Например, вот онкоурологические таблетки, да, их надо принимать там они выдают раз в неделю, эти таблетки. Человеку, нашему гражданину, надо поехать один раз в неделю и получить бесплатно дорогостоящие таблетки. Но не все могут поехать в Сочи, да, по конечно. объективным причинам не могут поехать. Ну, мы индивидуально подходим к каждой ситуации, и все заявки индивидуально обсуждаются вплоть до министра здравоохранения. Я уже не говорю о заместителях Эдуарда Валерьяновича, которые мы уже с ума свели ежедневными звонками, да, вплоть до министра здравоохранения обсуждается каждый больной. Да, и мы постараемся индивидуально подходить к этой ситуации. Ну, надеюсь, что в дальнейшем все это потихонечку исправится. Ну вот я хотел бы дополнить, Нарт Валерьевич, я хотел бы, чтобы вы проговорили тот момент. Вот были мной проведены большие переговоры с российскими коллегами. И в частности мы вышли на Сочинский онкологический диспансер. Поехал Нарт Валерьевич по поручению совместно с руководителем лечебного отдела направления и руководитель направления фармацевтики Минздрава, и переговорили о том, что имеющие полиса и гражданство могут получать эти препараты на территории диспансера, да? Да, в Сочи. Нарт Валерьевич, вот ваш визит, поездка, вы просто более подробно нашим телезрителям, потому что я вам хочу сразу сказать, что это все настолько, вот мы хотим адаптировать, чтобы это было комфортно нашим пациентам, но есть вещи финансово емкие, да, мы понимаем. И проехать в Сочи и получить препарат, вернуться, да, ну, логистика определенная, да, там это, не, условно говоря, не в Москву поехать, но некоторые пациенты категорически не хотят ехать, не потому что они там, ну, вот как-то он говорит, я привык здесь получать. Дайте мне здесь. Такие случаи тоже присутствуют. Я еще хотел, прежде чем Нарт Валерьевич скажет, у нас еще определенное количество пациентов, учитывая нашу доступность и скорость получения химиопрепаратов, вернулись в Республику Абхазия с Российской Федерации. И то количество это очень тоже, важный показатель. Да, очень вот сейчас важный. я думаю, в этом ключе Нарт Валерьевич тоже пусть скажет, что... Значит, мы были с делегацией Министерства здравоохранения в Сочи. На уровне личных контактов познакомились и с главным врачом, и со всеми заведующими отделением. И основной посыл нашей поездки, да, понятно, что они там, они обязаны
если так говорить, они обязаны проводить бесплатное лечение этим пациентам, потому что выделяется определенная сумма Краснодарским краем по УМС. Но вы знаете определенные бюрократические моменты. Да? Там идет поток больных. Мы, если честно, поехали поговорить лично со всеми заведующими и главными врачами, чтобы так, грубо может будет сказано, чтобы не футболили наших больных. Чтобы нивелировать эти Да, сложности. чтобы, ну, вот приехали, да, что, да, но не всегда все получается, да, идет поток больных, да, ну, приходится подождать, да, бывают такие моменты. Но они нам пообещали, что с нашими больными не будет таких проблем, и они добросовестно будут принимать. Мы этот процесс только начали. Вот где-то в течение месяца мы уже послали 13 человек туда, и все проходят лечение. Это касается не только таргетной терапии, это касается и лучевой терапии, это касается и онкогематологии, тех специальностей, которые у нас нету. Онкогематологии специалистов у нас нету по онкогематологии. Лучевой терапии — это вообще отдельная тема, о которой мы сейчас будем говорить. У нас вообще лучевой терапии в Абхазии нету. Это очень большая проблема для наших больных. Но я надеюсь, что в Простите, будущем даже это... близкофокусной нет? Вообще никакой? Близкофокусные есть. А близкофокусная как активно используется? 10 человек в год прошли всего лишь. Да. Можно сказать, нету Ну да, лучевой считаю. терапии. Да. А лучевая терапия, как всем известно, да, это 3 кита основных: хирургия, химиотерапия, лучевая терапия. И они все вместе идут, ну, одно без другого. Это фактически Комплексно. недолеченные больные. И нам приходится отправлять их в Сочи. Благо их там принимают. Там в Сочи, значит, наиболее такой продвинутый аппарат стоит лучевой терапии, линейный ускоритель, который на Кавказе, вот, единственное, где стоит, это в Сочи. И наших больных принимают на этом линейном ускорителе, они проходят активное лечение. Там проблем нету. Но все равно неудобно больному ездить. Там же идет сочетание химолучевой терапии, то есть фактически ему химиотерапию, лучевую терапию надо проходить там. Да. Ее у нас нет, потому что, вы же понимаете, что мы не специалисты, и основная наша аудитория, которая нас слушает, тоже не поймут. Потому что специалистов нет, или Нет оборудование, или средства Значит, нужны линейный большие. ускоритель — это очень дорогостоящее Ну вот, значит, вот, удовольствие. давайте. Сам аппарат стоит около 350 миллионов, только один аппарат. Под него еще нужно построить здание соответствующее. Которая Да. нивелирует вредность. Вы понимаете, что Да. это саркофаги, И, там очень поэтому серьезно. Надо, чтобы это- люди понимали. Да. Это финансово емкое мероприятие. Я надеюсь, в будущем у нас появится лучевая терапия, и наши больные не будут мучиться так, и не будем мы их отправлять в Сочи на дальнейшее лечение. Что касается поездки в Сочи, мы довольны поездкой. Да, нам пообещали, по крайней мере, что наших больных будет там беспрепятственно принимать. Процесс только начался. Да, там есть определенные моменты, когда начинается вся эта работа. Ну, я думаю, эти все моменты будут нивелироваться. Некоторые больные недовольны, прямо вот я скажу, что недовольны поездками. Но это я еще раз обращаюсь к гражданам, это вынужденная мера. Это очень сильное подспорье для нас, потому что государство не вытягивает такую дорогостоящую терапию пока что. И поэтому мы вынуждены, благо Россияне да, идут навстречу и конечно. не отказывают. Конечно, огромное за это им спасибо. Нарт Валерьевич, вот вы сказали, что довольно много пациентов поступает с запущенными, да, уже Да. стадиями заболевания. Почему так происходит? И какие на это причины? Значит, конечно, мы сейчас вернемся к вопросу, да, мы еще этот вопрос не затрагивали, вопрос ранней диагностики. Почему это происходит? Это все отсутствие ранней диагностики. То есть, если это говорить о диспансеризации населения. Мы с министром здравоохранения активно прорабатываем и с заместителем министра здравоохранения вопросы масштабной диспансеризации в нашей стране, особенно постковидный период, чтобы мы знали, чем болеют наши граждане. Это касается не только онкологии, это касается всех остальных тоже нозологии. И такая масштабная диспансеризация, она планируется в республике. Но я хочу, чтобы вы поняли, это не просто так поехал, там больного посмотрел, 2-3 человека пришли, ушли. То это В никому какой не форме нужно. она будет В какой проходить? форме будет проходить диспансеризация? Будут ли это выездные бригады? Будут ли больные приглашены сюда? Это все вопросы прорабатываются. Мы сделаем так,
Я надеюсь, что это будет удобно для больных. Во-первых, здесь большую роль будет играть средства массовой информации. Когда мы подойдем к этому вопросу более близко, да, мы вас тоже будем привлекать, потому что просветительская работа – это основное вообще, чтобы люди знали. Во-первых, люди должны знать, что это все, это диспансеризация, она бесплатная для всех граждан. Почему люди не идут у нас обследоваться? Потому что не имеют, как они говорят, денег не имеем. Туда поехать не можем, приехать не можем. И пхощет, и отзом. Чтобы вот эти все моменты нивелировать, да. Еще и бояться, вот это, по-моему, самое главное, бояться. Ну, для того, Бояться, чтобы, да. Народ Валерьевич, если этот, вы закончили? Или, Ну, вы можете продолжить. Да, я к чему говорю, это вот чтобы ее делать, надо очень серьезно подготовиться. Да, Для этого нужна определенная финансовая составляющая, первое. Второе, техника нужна. Когда ты выезжаешь на диспансеризацию, когда тебе приходят люди, да, надо сделать рентген, условно говоря, надо взять анализы крови. Ну, какой-то скрининг надо, да, там набор должен быть. Мы же не можем просто приехать, там, сделать вообще анализ крови, там, поговорить и так далее. Беседа с пациентами, жалобы такие. Потому что во время очной консультации врач может заподозрить. Не всегда анализы показывают суть заболеваемости. Да? Почему врач должен проконсультировать? Специалисты того или иного профиля должны приехать, посмотреть пациентов, поговорить. Может, человек сразу может сказать, что его что-то беспокоит, а что-то выходит в режиме просто консультации, когда врач уже понимает, что есть сложность, но человек не договаривает, и тогда он как бы выводит его на ту проблему, которая у него есть. Ну, правильно Нарт Валерьевич сказал, зны и пхащны едзом. А бриги хаму пьяшину. Очень много факторов. Насчет ракового регистра. Мы, значит, в течение последнего года создали раковый регистр. Он у нас Слушайте, в Абхазии, молодцы он какие. был так в электронном варианте, но мы его доработали, мы пригласили специалиста с Министерства здравоохранения, создали специальный сервер. Да, и у нас есть раковый регистр, где мы фиксируем всех больных. Фиксируем не просто перечисление больных, а стадию заболевания, методы лечения и так далее, и так далее. Доступ к этому регистру имеют всего 2-3 человека. Соответственно, доступ должен быть ограничен к таким данным. Ну, мы можем Да, это закрытая информация, но она у нас есть. У нас все компьютеризировано, мы все это фиксируем. Значит, в дальнейшем, так если говорить в перспективе, мы хотим в нашем центре наладить такую вещь, как электронная история болезни. Потому что, значит, это бумажная волокита, которая идет, да, это отвлекает врачей. Да, у нас все врачи, кстати, мы не поговорили о дефиците кадров, у нас очень большой дефицит кадров. Да, у нас единственный гистолог на всю республику. Не дай бог, как Ихера были. Да. Вся гистологическая служба становится. Это единственная гистологическая лаборатория в республике. Да, она оснащена очень хорошо, гистологическая лаборатория. Мы можем выполнять иммуногистохимические исследования. Это исследования на молекулярно-генетическом уровне. У нас все условия есть и специалист есть. Там проблема с реагентами. Достать эти реагенты трудно. Но сейчас вот с Абхазфармацией ведется активная работа. Я думаю, в ближайшее время мы получим эти реагенты и мы будем выполнять иммуногистохимическое исследование здесь. Потому что, как вам известно, в республике, в самой столице есть много очень частных лабораторий, где тяжело больным ходить в частные лаборатории. Мы вынуждены их отправлять туда. Потому что без иммуногистохимического исследования не проведешь адекватную химиотерапию. Это уже стандарт. Да, и мы вынуждены отправлять больных в частные лаборатории для выполнения. Да, это тоже проблема. Но эта проблема активно решается. Вот мы с министром здравоохранения обсуждали этот вопрос. Вообще никаких нету препятствий финансово купить эти реагенты. Их невозможно найти. Это очень сложные реагенты для выполнения иммуногистохимического исследования. Вот буквально перед приездом сюда, сейчас мы говорили с Абхазфармацией, с руководителем. Вроде есть подвижки, нашли фирму, которая нам поставит, но все равно время транспортировки. Да, я думаю, эта проблема решится. Я возвращаюсь к дефициту кадров. У нас очень большой дефицит кадров. У нас специалисты в единственном экземпляре. Да. Правда, дружный коллектив, мы друг друга всегда подстраховываем, но все в единственном экземпляре. Нам не хватает химиотерапевтов.
Нам, ну, хирургическая служба более-менее, да, не хотят люди идти работать в онкологию. Есть такое понятие, как эмоциональное выгорание, да, вы прекрасно знаете, да, онкологи, которые долго работают, что потом происходит с этими врачами. Это отдельная тема. Это для меня, отдельная да, тема, очень да, интересно. так же, как и тема, хочется обо всем здесь поговорить, так же, как тема паллиативной медицины, это да, тоже отдельная такой тема, пласт, которая у нас да. вообще отсутствует. Я знаю, что вы являетесь членом общества паллиативной медицины, даже председателем, по-моему, да? Вот это в Подмосковье подо мной, Подмосковье, как да. я говорю. Да. Это отдельная тема, которая у нас вообще не развита, паллиативная медицина. Она нужна, эта паллиативная медицина, потому что больные, вот, которые с 4-й стадии заболевания, основная цель паллиативной медицины – это увеличение продолжительности и улучшение качества оставшейся жизни. Наша основная цель, чтобы эти больные не мучались, чтобы они не испытывали болевого синдрома. Это вообще отдельная ипостась, о которой можно говорить длительно. У нас есть все препараты для обезболивания, но сама служба, но это не означает, просто дал ему это самое наркотические препараты, выписал, и все, и он пошел домой. Это социальная проблема, это государственная проблема. Смотреть за этими больными. Но я надеюсь, что в будущем потихонечку этот вопрос тоже будет решаться. Есть более первостепенные, я вот все перепрыгиваю с темы на тему, да, насчет дефицита кадров. Вот сейчас мы с министром здравоохранения говорили, в этом году заканчивают наши абитуриенты университет. 2 человека заявили желание пойти в онкологию. И Министерство здравоохранения все делает для того, чтобы они пошли бесплатно ординатуру ведущих вузов Российской Федерации, и чтобы они вернулись. Главное, чтобы они вернулись. Вот это Вернулись, замечательно. да, они хотят. Это будет условие. Ремарка Это такая, будет да. условие, да, они должны вернуться сюда и работать здесь во благо наших граждан. Так должно быть. Для этого надо создать условия работы. Да, почему молодые врачи, я знаю очень много молодых врачей, вот, там, в госпитале мы работали, прекрасные врачи, но условий работы нет. Ну, конечно, он останется работать там, где у него есть условия. Надо создавать условия для наших кадров, чтобы они возвращались сюда, домой. Ну, работа ведется, она кропотливая работа, это не все так сразу. Мы хотим все сразу, но все сразу не получается. Потихоньку, да, маленькими шагами, я думаю, мы достигнем определенного результата, еще более лучшего, чем сейчас, но для этого нужно определенное время. Да, может, у нас что-то не получается, пусть наши больные нас поймут и сильно на нас не это самое, но мы стараемся. Мы стараемся индивидуально подойти к каждому больному. Есть нюансы, где мы хотим помочь, но не можем. Есть такие уже стадии заболевания, я даже так сказал бы, где уже спецпомощь не показана. Я возвращаюсь к паллиативной медицине. И сказать человеку, иди домой умирать, да, кто-то же должен это говорить. Да. Это еще форма преподношения должна быть. Люди разные бывают. И мы сталкиваемся каждый день с такими ситуациями. И мы индивидуально подходим к каждому человеку. Даже вот врачи у нас, кстати, когда мы говорим об онкологии, надо понимать это как онкологическая служба. Ну, тут не просто больница онкологическая и все. Да, это онкологическая служба республики. Чтобы правильно это все расставить по местам, по районам, опять дефицит, мы сталкиваемся с дефицитом кадров. В каждой районной больнице должен быть онколог, должен быть смотровой онкологический кабинет. Да, онколог по району должен знать всех онкологических больных, которые стоят на учете, знать, кто какие вести. Нету онкологов. Мы не можем их собрать. Поэтому эту функцию выполняют обычные врачи. Дай Бог им здоровья и большое им спасибо. Мы с ними контактируем чуть ли не каждый день, потому что это все очень тяжело. Я не вот хочу говорить о всех этих самых, да, вы вырежете здесь некоторые моменты, где я говорю плохо. Просто да. вы видите, мы даже не вмешиваемся, Да. потому что это А все можно я нужно добавлю, очень. потому что вот видите, вы первый раз на телевидении, Нарт Я Владимирович. нервничаю. Он не первый раз на телевидении. Я имею в виду Не, с ну в этой таком темой. формате, Вот в конечно, таком первый формате, раз, я так да, понимаю, да, вы да, первый да, раз. да, Посмотрите, отлично. вы раскрылись. Это очень важно, потому что донести материал, ведь это тоже очень важная особенность. Я думаю, так как вы сегодня прекрасно это сделали, можно поздравить нашу республику
республику с тем, что у нас есть вот такие специалисты. Спасибо считаю, вам что это большое, вот одно из самых что вы их удачных, собираете, кадровых назначений. понимаете. Да, вот Кадровое я назначение. благодарю Вот всегда министра с тем, важно. чтобы вот он Уважаемые очень... Да, ведущие, если вы всегда позволите, важно, вот да. понимаете, вот такого рода общение с нашими гражданами в эфире абхазского телевидения, это очень много значит, да. Есть вещи, которые человек может посмотреть, может подумает как-то, придет, подумает, что у него там есть какая-то настороженность. Я не обращался, сегодня я могу прийти в онкологический центр национальный, обратиться к профильным специалистам, его осмотрят. Это тоже элемент такой значимый, когда после нашей передачи, я думаю, мы посмотрим, сколько людей придут, скажут, что мы посмотрели передачу, вот и какая-то вот такая динамика положительная она должна быть. И не только с эфира абхазского телевидения, мы вообще социальные сети ведем, объясняем людям, стараемся и широко раскрывать эту вещь. Но онкология настолько очень тонкая грань, иногда люди закрыты, не хотят афишировать эту свою, условно говоря, болезнь. Это тоже присутствует. Но если есть сложность, ее надо решать. И мы готовы. Вы, если позволите, я просто, прежде чем прийти к ним на прием, посмотрела социальные сети. Для меня это очень большая характеристика, потому что я насчитала 722, там же цифры есть, 22 отзыва. Чуть я ни одного отрицательного не нашла, я была окрылена безумно. Пришла и говорю, а вы знаете, что у вас такие замечательные отзывы? Нет, не знаем. То есть они работают, не покладая рук, и не видят того, как... Ну, сегодня придут, посмотрят. Да, пусть посмотрят. Пожалуйста, посмотрите. 722 человека было на вчерашний день. Это приятно. Наталья Михайловна, вы вели прием пациентов онкологического центра, до этого полгода онлайн-консультации проводили. Как вы вообще оцениваете работу центра? И вот методы лечения, они одинаковые с методами лечения в России? Понятно. Замечательный вопрос, потому что, я еще раз подчеркиваю, кадры замечательные, грамотность высокая. И это очень важно, потому что люди понимают, как лечат не только на территории России, но и на территории Европы. Я еще раз напоминаю, что вот Сария Тимуровна в свое время сделала такую замечательную научную работу и была премирована поездкой в Испанию. И она, когда приехала и говорит, слушайте, там лечат точно так же, как мы с вами, Лариса Михайловна. Да? То есть принципы и подходы одни, тем более сейчас идет десятилетие таргетной, как вы уже сказали, иммунотерапии. Это новые совершенно клинические данные, изменившие подходы к лечению наших пациентов в лучшую сторону, конечно. Если будет великолепная оснащенность, то никаких проблем в нашем национальном онкологическом центре нет. Кадры есть, нужна достаточно хорошая оснащенность. И самое главное, лекарственная терапия, о которой мы сегодня говорим, туда входит и таргет, и иммунотерапия, и химиотерапия, и гормонотерапия, неважно. Лекарственная терапия у них звучит. Я вас уверяю, ни в какой московской больнице одновременно не может быть тех таргетных препаратов, которые у них были в прошлом году. Я даже несколько раз была удивлена, переспрашивала, это точно у вас есть из препаратов? Да, все бесплатно. Это главное. Вот почему это я спасибо говорю. руководству страны. Когда мы аргументированно приходим и объясняем, что нам нужно, почему этого раньше не было, а сейчас это должно быть, и всегда находим понимание. Хочу продолжить даже. Буквально сегодня мы говорим о том, что говорили с руководством о том, что на днях будет подписан контракт, который по оснащению Национального онкологического центра стойками, хирургическим операционным столом и так далее. Достаточно большая, кропотливая работа была проведена. Мы понимаем, что сроки доставки, учитывая санкции, такие шторцы, правильно я говорю, о фирмах и европейских, все затягивается на буквально от полугода и выше доставку. Мы сейчас еще понимаем, что, наверное, полгода на часть определенных заявок – это очень минимальный порог. Это будет и выше.
Это весь рынок и России, и ближайших стран, которые плотно занимаются оборудованием. Уже несколько недель ведем переговоры. И вот Нарт Валерий знает, мы даже буквально несколько дней назад ему звонили специалисты, спрашивали там лампу, которая вешается, насколько она должна быть там на сантиметр выше, ниже, потому что это пучок, это правильная настройка света, как в какой комплектации будет там стол, стойки, оборудование, которое помимо стойки еще расходные материалы, какой фирмы, как это все будет доставлено, в какие сроки. Все вот это вот в кубе мы сегодня, благодаря руководству страны, вот это вот, я думаю, получим. Да, финансово емкие, это все затраты, это больше 20 с лишним миллионов рублей будет на это потрачено, там даже больше, чем 24 миллиона рублей, скажем так. Вот. Но это нужно сегодня стране, это нужно сегодня онкологической службе для того, чтобы наши коллеги могли выполнять высокотехнологические методы лечения. Очень Эдуард важно. Владимирович, но все-таки без лучевой терапии это У просто нас нету прихрамывающая служба, территории понимаете? для того, чтобы Национальный онкологический центр имел территорию, где мы построим. Да, эта территория нужна. Потом Нарт Валерьевич же сказал, сколько это стоит. Да, для этого надо построить здание, для этого надо да. привести это оборудование, потом научить специалистов. И если вот нас услышит уважаемое наше руководство до того, как я им сам лично об этом скажу, это очень важная проблематика. Да, мы не говорим, что это нужно вот сегодня, сейчас, но это ближайшая перспектива. Если такое будет, ну, мы сделаем большой шаг Очень в все развитии. финансово емко. Да. Вообще, когда приезжают люди в какое-либо государство и оценивают уровень развития здравоохранения, да, обычно смотрят на уровень развития онкологической службы. Так, это во всех странах так. Да, потому что онкологическая служба является высокотехнологичной. Да, и если в стране, ну я сейчас не про нашу страну говорю, приехали, вот делегация приехала, да, и смотрят на уровень развития именно потому, что это самое сложное. И если в этой стране это сложное находится на достаточно хорошем уровне, значит все здравоохранение находится на... Это не я придумал, это так везде. Да, это так есть. Я надеюсь, что в дальнейшем, в будущем, да, у нас будет лучевая терапия. Я уверен в этом, что у нас будет лучевая терапия, просто нужно немного времени, да, потому что это очень финансово емкое мероприятие, да, организовать лучевую терапию. И очень важный момент, чтобы эта лучевая терапия, это все было компактно для больных, удобно. Не надо, чтобы это было где-то далеко. Да, там, потому что больные ездят туда-сюда, или даже два квартала пройти для этих больных тяжело. Все это должно быть компактно, все это должно быть в одном месте. На одной территории желательно. Конечно, Желательно, да. Я конечно. надеюсь, что это все будет в ближайшем будущем. Спасибо большое. Я тоже так думаю, что если даже это очень затратно, насколько я вот знаю настроение вообще нашего правительства. Сейчас не про правительство передачу, это понятно. Дело не в этом. Просто я вот очень давно сталкиваюсь с конкретными людьми, с их проблемами, заболеваниями и так далее. Я знаю, что насколько это возможно, всем пытаются помочь. Вот я не знаю, может быть, есть кому не помогли, они, в принципе, могут это мне в отзывах написать, ради бога, но стараются всем помочь, и поэтому надеюсь, что правительство прекрасно понимает, что надо в само здравоохранение вкладывать, чтобы такое большое количество людей, наших пациентов, мы не отправляли лечиться в Россию, потому что вы уже прекрасно сказали, насколько это неудобно для людей, насколько... Ну, понятно, я понимаю, что все направления здравоохранения или медицины в Абхазии развивать при наших ресурсах это невозможно. Почему мы пытаемся актуализировать проблему онкологических заболеваний? Потому что, вот на мой вопрос уже ответил очень хорошо Нарт Валерьевич, значит, это очень важный барометр, да. И, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, о которых мы сегодня в этой передаче не говорим, но мы прекрасно понимаем, когда ты
видишь, что рядом с тобой находились вроде бы здоровые абсолютно люди, молодые мужчины, и в 50 лет, в 55 внезапно они умирают, уходят и так далее, и мы помочь им не можем, и даже профилактические какие-то провести мероприятия, чтобы спасти жизни вот этих людей, этого поколения у нас не получается, понимаете, сколько проблем у нас. Вот, поэтому Можно, Ирина, в медицину нам, конечно, нужно вкладывать и вкладывать. Если позволите дополнить, да. мы сейчас говорим прицельно об оборудовании, которое нужно именно по тому списку, с которым мы должны работать. Да? Это вот эндоскопия, там, бронхо, гастро, там, стол операционный, весь операционный блок, начиная от лампы освещения и заканчивая теми позициями, которые сегодня необходимы хирургу в работе. Но это мы говорим сейчас об онкологии. Когда мы говорим о том, что надо вкладывать в здравоохранение, очень колоссальные ресурсы уже вложены в здравоохранение. Мы многократно на этой площадке мы говорили, какие были сделаны покупки и в ковид, несмотря на то, что был ковид и борьба с ковидом, все равно государство уделяло внимание внутренним проблемам и оснащались лечебные учреждения. Сегодня очень много оборудования уже в дороге, часть оборудования детской больницы уже поставлена эндоскопического. Там будет и гастро, и колонна, и эндоскопическая хирургия у детишек. Это не было такого за 30 лет. Оборудование, официально открыто вам говорю. Его сегодня нет в онкологическом центре, а в детской больнице есть. Значит, оно придет, частично уже поставлено, будет смонтировано. Мы все об этом скажем, покажем. Также мы уделяем внимание другим профильным нашим лечебным учреждениям, таким как онкологическая больница. Эндоскопически делается аппендэктомия уже в наших центрах, холецистектомия по дежурству экстренная. Больные получают эндоскопическую помощь. Да, может, не в больших объемах, но мы уже начали это делать. Хорошо. Вы смотрите «Органу», мы обсуждаем онкологическую ситуацию в нашей республике. Очень много полезной и нужной информации для вас. Смотрите нас. Спасибо. Следующий вопрос. Просто я от многих людей вот слышу беспокойство, когда в семье кто-то болел раком и скончался, да, вот родственники начинают говорить о том, что это ужасно, это, наверное, наследственность такая плохая у нас, и у них вот это начинаются фобии, то, что мы онкофобией называем, да. И вот хотелось бы, чтобы вы, Лаля Михайловна, разъяснили нашим зрителям легко и доступно, на самом деле, что значит наследственность в онкологических заболеваниях? Мы когда говорим о факторах развития злокачественных новообразований, то одним из факторов является генетическая предрасположенность. От нее уйти невозможно. И, как всегда, примером служит, вы помните, Берси, ассоциированные раки молочной железы, которые прославила Анджелина Джоли, актриса голливудская, которая с профилактической целью удалила себе обе молочные железы, потому что мама ее была носительницей этого гена и умерла от этого заболевания. И у нее был обнаружен, но это не значило, вот эта удивительная вещь, ведь никто не сказал, что у нее может возникнуть реально, только у нее и на каком-то определенном этапе. Это была угроза, которую она избежала, профилактировав себя, вот, удалив обе молочные железы. Вопрос очень сложный, потому что сейчас генно-молекулярные исследования пришли совершенно к удивительным данным. Каждый из нас может иметь свой генно-молекулярный генетический паспорт. И туда, когда расшифровка начинается, могут быть вложены, вот в прямом смысле, свыше вложены различные мутационные изменения. Но если нет определенных внешних воздействий, и внешняя среда не создает каких-то определенных условий, то эти мутации могут просто быть дремлющими и никогда себя не спровоцировать. Но у людей, у которых в генетическом окружении ближайших родственников имеют место 1, 2 или 3 родственника, заболевшие злокачественным образованиями, к ним надо быть внимательными. Вот они как раз и подлежат тому самому скринингу, о котором говорил Нарф Валерьевич. И они обязательно должны показываться доктору на определенном этапе. Доктор должен совершенно четко их вести, как мы обычно говорим, должен контролировать все. И, соответственно, эти пациенты должны быть под особой такой бдительным наблюдением врача. Это не неизбежность, правда? Это не неизбежность, это Да. предрасположенность. Она может сработать, а может и нет.
Так очень сложно. Вообще в медицине говорить точно и четко, что вот так будет, это невозможно. Ну вот я знаю одну статистику, где-то 7% наследственные формы рака занимают в структуре онкологических заболеваний. Вот 7%. посмотрите, так очень сложно опять же говорить, там же данные, всегда литературные данные, они так, наверняка точно 7 не сказано, сказано от 5 до 12, к примеру. Да? То же самое, как мы говорим по нозологиям, сегодня Анар Павлович несколько раз произнес, по нозологиям мутации ведь теперь во всех практически солидных и гематологических заболеваниях имеют свое право на жизнь, и с ними считаются, и по ним работают. Ну, например, вот очень часто говорят по поводу РБ1, РБ2 мутация при раке молочной железы, там всего лишь 20% дам из общей когорты рака молочной железы подвержены наличию вот этой мутации. Понимаете, да, тоже в среднем. Это все в среднем. Это надо все индивидуально. Чем онкология удивительна и сложна. У меня, например, я не буду называть, ну, родственники, ближайшая семья, кстати, фамилия, так могу сказать, Когония. Отец, мать погибли от рака, и все 5 детей. Но это наше предыдущее поколение. Так вот, я моих братьев и сестер, да, двоюродных, троюродных, не могу собрать с тем, чтобы сделать этот паспорт, потому что боятся. Боятся того, что они могут выяснить, что эта мутация присутствует. А я считаю, что лучше знать, чем не знать. И в потемках это совершенно себя так чувствовать неловко. И не идут обследоваться, что самое удивительное, потому что страх присутствует. Еще раз для общей нашей аудитории, пожалуйста, не бойтесь диагноза. Это хроническое заболевание. Запомните, пожалуйста, раковые заболевания теперь отнесены к разряду хронических заболеваний, с которыми люди живут десятилетиями, но они требуют большого внимания, лечения и, по сути, свое лечение как большая серьезная работа, не только со стороны врача, но и со стороны пациента. Поэтому никакой фатальности в диагнозе рак уже теперь не существует. Надо понимать, что надо вовремя обратиться к врачу и надо вовремя за себя нести собственную ответственность. Потому что в Москву привезли молодую девушку, совершенно очаровательную внешне, но с распадающимся раком молочной железы. На мой вопрос, как до этого дошло, она сказала, мне было стыдно идти к врачу. Да, это удивительная совершенно вещь. Да, Это ментальность надо менять везде, я так здесь- понимаю, а у нас тем более, вы же понимаете, да? И я считаю, что чем больше мы говорим нашему населению о том, как необходимо быть внимательным к своему организму, но, опять же, не уходя в фобии, вы правильную вещь сказали, не бояться панически и не устраивать себе совершенно ужасных вещей. Извините, такая девиация небольшая, дорогие коллеги. Вчера мне показывают историю болезни женщины 75-го года рождения. Удалена матка с придатками по поводу лиомиом множественных и больше ничего. Спрашиваю, почему? Не растущая, не кровоточащая, ничего. Она попросила убрать для того, чтобы не было рака. Так вот, например. Это что? Это какая крайность? Ну, уже теперь ситуация состоялась. Почему оперируют? Почему идут на поводу у вот пациентки? хороший Надо в вопрос. этом разбираться. Но оперировали в Краснодаре, Нет, не ну у не нас. важно, где оперировали. Почему, Ну вот. если есть предрасположенность к перерождению в онкологические, это одна ситуация. Нам тоже приходят с такими просьбами. Я им обычно говорю, это не парикмахерская. Там, так сделайте, так сделайте. Да. Есть ко всем операциям, к любым. Да, есть свои показания и свои противопоказания. Очень много, я знаю лично, И поэтому Индивидуальный подход, Да. прежде всего. Как можно примеров, когда очень многие, там, я знаю лично, 10, наверное, пациентов, у которых был рак шейки матки, и они там оперированы, и они потом лечились, и комбинированное медлечение, и потом беременели, и рожали здоровых детей. И Ну, это совершенно такие другая случаи есть. ситуация, конечно. Да. Мы их Спасибо приветствуем. большое. Вот такие случаи мы приветствуем, конечно. Спасибо большое. Ясно. Есть у тебя вопрос? Да, вот вы говорите, такие случаи есть. А при удалении этого органа человек еще не болеет, орган удалил, да, у него такая фобия. Может ли онкология, она выскочить в другом месте? А кто может гарантию дать, что нет? Никто не может дать такой гарантии, поэтому все очень решается индивидуально. Никогда нельзя шарахаться из Но вы же стороны не в можете все сторону. органы выразить, Да. правильно? Да нереально же, правда? Для чего? Ну как, зачем? Есть скрининг То для есть этого. даже при высоком риске этого есть же делать скрининг. нельзя. Ну, Значит, подождите, вот есть же- этот скрининг, о котором мы говорим, что такое скрининг? Вы вычленяете из общей популяции людей с какими-то хроническими заболеваниями, какими-то параноплазиями, предположим, и оттуда берете группу, которая требует максимального внимания со стороны врачей.
врачей. Что такое скрининг? Вы их выделили, и дальше вы их очень активно обследуете и наблюдаете. Длительный промежуток времени. И они поставлены в известность, что за ними нужно следить. Это просто их ответственность, мера ответственности, чтобы они от врача не уходили потом просто в небытие. И потом, если вы позволите, дополнить. Вот пациент, который наблюдается в онкологической службе, хронологию посещения врача – это тоже очень важный момент. Люди потом, смотришь, пропадают в поле зрения. Не-не-не, в таких случаях мы им названиваем, нет. мы все держим под Я не контролем. про вас, Да. я про то, что Мы не даем они им с их пропасть. стороны, вот вроде все прошло, вроде все, но все равно нужен контроль и мониторинг. И поэтому вот я говорю, что с нашей стороны идет обзвон, контроль. А почему вас не видели уже там такой-то период времени, вот там месяц, еще 2 недели прошло, 3, что-то у вас, что с вами нормально, все, где вы, куда вы шли. Это вот, но пациентам тоже надо быть в постоянном контакте с врачами. И понятно, это нагрузка эмоциональная, и физическая на врачей, но мы на то и врачи, мы на то и ходим в белых халатах, чтобы помогать людям. Хорошо. Вот часто слышу от людей: не пил, не курил, раком заболел. Почему? Поговорим о причинах онкологических заболеваний. Тоже вот. Значит, еще раз, я уже начала об этом говорить, но запомнить надо всем четко, что единой причины развития рака нет. Мы всегда говорим полиэтиологические причины. Да? Туда входят и генетические, воздействия внешней среды. И это очень долго перечислять можно до бесконечности, но это вот так мы, по сути своей, работаем. Но знаете, я когда прочла одну очень известную работу, Нарт Валерьевич, наверное, знает о существовании, она в 80-х годах еще в Америке была сделана, я всегда говорю, что пугать нас могут давно и много. В 80-е годы была американская работа, когда в семье, в благополучной семье с родителями и 3 детьми была кошка, проживала кошка, обычная кошка, у которой нашли лейкоз. Долго-долго семья охала, страдала, лечила. Через 2 года вся семья умерла от этой же формы лейкоза, кошка осталась живой на попечении кого-то. То есть мы вирусную теорию рака тоже никуда не убираем. Это надо запомнить в том числе. Но это не значит, что мы опять с вами шарахаемся из стороны в сторону и опять говорим, что все, теперь это вот невозможно, к этому больному подойти нельзя. Мы-то работаем в этой области. Да, мы подвержены синдрому эмоционального выгорания, но вирусной теологии как таковой, как вот заболел от гриппозного пациента, подхватил инфекцию, такого нет. То есть все в меру. Надо понимать, что мы еще истоков и основных причин развития не очень знаем, но надо быть хотя бы удовлетворенными теми данными, которые у нас сейчас есть. Поэтому каждый конкретный случай доктор рассматривает, и всегда говорим индивидуально, и лечим индивидуально, и подходим к пациенту индивидуально. По поводу курения, раз мы с вами говорим, обычно же говорим о мужчинах, но жуткая тенденция в этом году, я посмотрела заболеваемость, смертность по России и пришла в ужас. Рак легкого приближается к раку, среди женской Можно я популяции, вас перебью? приближается, У да. нас в Абхазии, значит, если сравнивать по нозологиям Да. онкологическим, на первом месте стоит рак легкого. У мужчин, Да. а у женщин? Значит, рак легкого, рак молочной железы и рак предстательной железы. Секундочку. Это три основных. Рак молочной железы у женщин, рак легкого у мужчин и мужчин, предстательная. да, А да. теперь посмотрите то, о чем я говорю. Значит, если мы раньше говорили, что рак легкого у мужчин на первом месте, сейчас выходит на первое место рак толстой кишки. Можете себе представить, да? По Потому что российским этим, по да? российским. Среди женщин рак молочной железы почти смещается раком легкого, потому что женщины курят больше, чем мужчины. У нас практически каждая 2-я женщина курит. И самое страшное, что это онкологи в том числе. Мужчины бросают курить, они боятся этого, а женщины делают вот такие ужасные вещи. Так что тут еще мы вот У в нас ближайшие такая же 10 картина. лет... 66 человек рак легкого, 65 человек рак молочной железы. То есть у нас Параллельно. практически У нас тоже. Вот вам практически тенденция. одинаково. А женщины курят у нас масса. Вот я не знаю, вот в Абхазии как это все выглядит, потому что я... Так, все понятно. Скажите мне еще, пожалуйста, одну вещь, которую я хотела бы спросить. По поводу рака кишки. Как диагностируется
как вы это делаете? У вас нет, по-моему, У нас эндоскопической... нет эндоскопической службы, но у нас хорошо развита эндоскопическая служба в республиканской больнице. Там хорошие специалисты, есть хорошее оборудование. Пока у нас нет своего оборудования, да, вся диагностика идет оттуда. Патогистологическая лаборатория расположена у нас. Материал в любом случае идет к нам, да, и мы его больного не То отпускаем. есть вы больных не упускаете Не, мы не из поля отпускаем. зрения? Все случаи эндоскопические, подтвержденные онкологически, проходят через мой кабинет. Я не разрешаю им куда-то. Да, и мы индивидуально беседуем с каждым больным на начальных стадиях, да, и объясняем, что здесь это все возможно сделать хирургически, химиотерапевтически. Да, Но и есть случаи, когда мы, вот Нарт Валерьевич обращается, я вот хочу сказать, что есть случаи, которые здесь, ну, допустим, технические или сложные случаи, мы связываемся с нашими российскими коллегами, объясняем, консилиум, бывает, что связываются напрямую или через меня, объясняя ситуацию, отправляем, и там уже ну, более высоком таком, ну, если там нужно сделать ПЭТ-КТ, скажем так, да? То это обычно где? Ну, на территории Республики Абхазия этого нет, да? только в Ростове. Ну, В Сочи нет, в Сочи тоже нет, да? В Сочи нету, да, Краснодар, да, Ростов, Москва. Но больше Ростов, там больше. Да, Вот поэтому специалистов. есть вот такие вот еще направления, которые в будущем, я надеюсь, Да. будут и у нас развиваться, но Это вот такие, как лучевая терапия, как ПЭТ-КТ, которые крайне необходимы, но просто настолько они финансово-емкие, что сегодня даже ну, вот так вот открыто сказать, что мы в ближайшую перспективу будем там приобретать, я бы пока так не говорил. Но планы, они такие вот у нас есть, и мы, наверное, Есть к чему стремиться. да. Да. Вот скажите об уровне заболеваемости, чтобы у нас было, насколько возможно, адекватное представление. Ну, например, ну, в мире много внимания уделяется вообще ну, статистике, да. Ну, вот и есть страны, где очень высокий уровень заболеваемости. Вот, например, выделяют почему-то Венгрию, я не знаю причину. Или самая низкая степень заболеваемости в Новой Зеландии и так далее. Мне просто, вот, конечно, хочется спросить, вот где у нас скапливается статистика, чтобы мы могли оценивать ситуацию правильно, реально. Вот, да, многие Ну, цифры статистика интересные вот в сегодня онкологическом прозвучали, центре у но них как есть она разбито по районам. собирается? Да. Есть у нас все У нас данные? каждый район присылает нам данные по онкологическим больным. Я говорил до этого, что у нас есть раковый регистр. Это и означает статистические Просто данные. все. многие, минуя наши учреждения, сразу же уезжают в Россию. Давайте Вот так, поэтому, я сейчас да, вам скажу да. такую вещь. Очень много людей приходят и говорят, я хочу поехать туда. Мы ему говорим, вот у вас есть там, допустим, заболевание, да, вы верифицировали его, вы как-то дообследовались, ну, сделали человек, ну, сделал там, допустим, какое-то исследование, ему говорят, вот надо вам там прийти, они сразу там, вот мы хотим туда-то. И потом, когда они выезжают, сколько случаев таких на моей практике было, когда мы там договариваемся, они едут, и диагноз это снимается, и они сюда приезжают. Вот, пожалуйста. Владимир Михайлович, сколько таких случаев Да, есть, правильно? много, кстати, много. тоже, Гипердиагностика. Некоторые там начинают от какого-то там, условно говоря, исходить, и потом начинают обследовать. Я вот хочу ПЭТ-КТ. ПЭТ-КТ это позиционная эмиссионная томография, да, это... 90 тысяч стоит. Вот я хочу и все. Для этих исследований есть определенные показания, которые решаются консилиумом. Для того, чтобы прийти на уровень ПЭТ-КТ, надо понять, что вот те методы диагностики, они уже исчерпаны, и потом надо идти глубоко в этот позиционный эмиссионный формат. Но это же все надо объяснить человеку. Кто-то сказал кому-то, что надо сделать ПЭТ-КТ. И вот люди там, а это предварительная запись, это финансовая емка, 90 тысяч рублей стоит. Есть для этого показания. Но я сейчас как пример просто взял один, там ПЭТ-КТ, там. Есть и другие исследования, допустим, КТ. Давайте я сделаю КТ. Давайте я сделаю КТ всего организма. Я им говорю, слушайте, есть нагрузка лучевая для компьютерной томографии, есть показания. Давайте я вот с ног до головы сейчас приеду, там сделаю. Ну, так тоже нельзя. Ну, я и каких-то единичных случаев, естественно, говорю, но такие тоже моменты бывают. Вот. Вот мы как раз о лояльности и комплаентности пациентов никогда не говорим, да, вот вскользь говорим, стесняясь, а надо работать с... У меня впечатление было, что в 90-е годы вот перелом в здравоохранении, в худшем смысле, после советской системы, он привел к тому, что уважение к здравоохранению, к сотрудникам здравоохранения очень понизился. На определенном этапе у меня было впечатление, что
с меньшим пиететом идут к врачу, чем к парикмахеру, потому что к парикмахеру надо записаться, примет, не примет, а к врачу можно ногой открыть дверь и сказать: ты мне должен. Сейчас эта ситуация немножко приходит, то есть люди вдруг после ковида поняли, что без врачей это никуда, и профессиональных тем более. Так что вот это все нужно, конечно, учитывать, но больной некомплаентный к взаимоотношению. Вот он приходит к вам, вы меня извините, да, вот мне рассказывали историю, когда человек приходит к вам уже заведомо враждебно настроенный, непонятно, зачем он тогда пришел к вам, если он помощи не ждет, а ждет только возможности оскорбить все здравоохранение, не личность, а всё. Это совсем другая история. Поэтому психологическая помощь в онкологии обязательно. И не только синдром эмоционального выгорания у врачей, а вот для самих пациентов, тем более пациентов с нашей этнической группой. Там ментальные возможности абсолютно другие. Когда совершенно замечательная моя подруга мне говорит: я не пойду к проктологу, он мужчина. Прости меня, он сначала врач, а у тебя проблема, тебе надо помогать, да? Ну, к примеру, это очень такой простой пример, но это имеет место в том числе. И я, когда по синдрому эмоционального выгорания говорю и разговариваю с Ильей Тимуровной, у нас все-таки такие более близкие отношения, и она мне рассказывает, что 300 больных на 3 врача – это физически невозможно. Вот откуда потом у самих хронические заболевания, вот откуда потом начинаются неприятности и возникают злокачественные образования после таких перегрузок, после десятилетий работы в этой области. Так что с пиететом величайшим надо относиться к онкологам вообще, как к людям сложнейшей специальности, и уж тем более работающих в таких сложных условиях и с такой нагрузкой. Поэтому всех призываю быть лояльнее, воспитание на приемах у врачей и, пожалуйста, слышать то, что вам говорят профессионалы. Но потом меня совершенно убивает вот эта история. Они заходят с... Мы же с вами свободную сейчас беседу ведем, в этом ничего плохого нет. Они заходят с гаджетами, говорят: сейчас я вам скажу, что мне надо выписать. Вот это меня потрясает просто. Иногда говорят, как их надо лечить. И даже как надо лечить. Да. То есть И это... с каждым пациентом, Валя Михайловна, Да. я извиняюсь, проходит индивидуальная работа. Как бы мы ни говорили, что да, они все равно приходят, это не массовость, это единицы такие. Даже с этими единицами всегда есть контакт, надо его выслушать. Конечно, надо конечно, конечно. понимать, с какой болью он пришел. Некоторые диагнозы, они эмоционально по-другому реагируют. Мы тоже это понимаем. И в Минздрав приходят люди, и некоторые там и требуют, и некоторые ногами топают. Но мы все это понимаем, и с каждым стараемся пригласить, посидеть, объяснить, помочь. Они же приходят в Минздрав для того, чтобы по большому счету им помогли. Да. И мы максимально стараемся и в этом формате тоже с ними как-то на одной волне поговорить, спокойно, для того, чтобы помочь здесь или за пределами, в Российской Федерации, неважно, сидим, выбираем клинику, где по нозологии, по той проблеме, которая есть. В ведущих клиниках, вот я лично связываюсь, учитывая какие-то мои там давние связи, дружеские, личные, министерские, вот этим всем мы занимаемся. Замечательно. Спасибо. Замечательно. Мы затронули Давай, психологический давай. момент. Вот интересно, всегда меня волнует вопрос, это, наверное, и к обоим нашим уважаемым онкологам вопрос. Как вы общаетесь с тяжело больными? Как вы считаете, правильно сообщать человеку о его тяжелом диагнозе? Или следует сообщать родственникам? Как вы вообще поддерживаете связь с родственниками? Как вот это все выстроено? Ну, онколог-психолог в нас в каждом есть, потому что мы должны говорить не только с больным, но и с его родственниками. А с родственниками порой сложнее общаться, чем с самим пациентом. Это точно совершенно. Нагрузка на нас величайшая. Я почему говорю, не все идут в онкологию, это тяжелейшая специальность на самом деле. Но поскольку психологически мы все-таки все подготовлены, мы стараемся быть очень тактичными. А вот по поводу сообщения диагноза мои коллеги так засвидетельствуют, что в советское время мы скрывали диагноз и не имели права его произносить. Помните, да? Это была табу, это была врачебная тайна, мы не сообщали. А как же человек узнавал? Секунду. Это в советское время. Это в советское время. Значит, в начале 2000-х годов мы по закону обязаны сообщать. А почему? Потому что возникли имущественные проблемы. Вот из собственной практики у нас была ситуация, когда дама
со своими 2 дочерьми абсолютно потеряла контакт, потому что вовремя не сообщили о диагнозе, и 2 дочери у постели умирающей матери переругались из-за квартиры на Кутузовском проспекте. В общем, дочери ушли от дамы, сказали: мы тебя больше не знаем, не будем за тобой смотреть, переругались и ушли. И эта женщина подала на нас в суд, ну не на нас, а на лечебное учреждение, в котором она наблюдалась. Если бы она знала диагноз, она бы совершенно по-другому эту ситуацию разрулила. То есть это юридическая ответственность. Мы теперь обязаны пациентам говорить, что у них. Другое дело, как это сообщается. Потому что, вы знаете, к нам приезжал американский психолог, и так и называлось занятие «Как мы сообщаем первичный диагноз онкологическому больному». А вы представляете, да, наши поликлинические врачи, я ординаторов с собой привела, но американский психолог, мы же должны обязательно учиться чему-то. Сидят рядышком со мной молодые ребята, которые ушли с приема и говорят: Лаля Михайловна, у нас там 30 человек под дверью, куда вы нас привели? Но мы слушаем этого врача, он совершенно роскошный, прекрасно рассказывает, какой у него кабинет, как он общается с больными, и мы вдруг понимаем, что он с другой планеты, потому что если первичное сообщение диагноза он тратит 2,5 часа, вы представляете, за 2,5 часа мы заканчиваем прием, да? Ну, это совершенно совершенно другой космос, другие возможности. Поэтому мы работаем в тех условиях, которые у нас есть. Мы стараемся быть тактичными в эти 10-15 минут приема пациентов. На 2,5 часа мы не можем это растянуть. Ну, вот. А вот как в Абхазии Я это вот выглядит, Да, я вот хотела расскажите, спросить. потому что просто республика перед тем, как маленькая. Анатолий Ильич, вот буквально пару недель назад был случай: тяжелый пациент, впервые обратившийся в лечебное учреждение. Несколько лет назад у него была преднастороженность там, онкологическая, но, я так понимаю, там, не буду говорить, ну, сейчас поймете суть. И мне говорит: Дарья Леонидович, мы хотим его положить в республиканскую больницу. Я говорю: слушайте, давайте посмотрим, какая там ситуация. Слушайте, я говорю: надо лечь в онкологический центр. Они говорят: не-не-не, если он ляжет в онкологический, он сразу узнает, что у него там проблема онкологического характера. Я говорю: слушайте, надо помочь человеку. Он будет сам с помощью врачей справляться. Это совместная борьба, понимаете? Надо правильно, аргументированно человеку объяснить. Не каждый человек медик, он не знает там терминологию, он не знает диагноза, он не знает прогноза определенного, да? Онкологические заболевания имеют некоторые вообще стойкую ремиссию, выздоровление 100%. С людьми надо разговаривать. Спасибо. Да, как у вас, Наталья Валерьевна? Просто вот не Нет, у нас договорили. все индивидуально. Я опять так же прихожу, все индивидуально. Что касается больных, да, родственники просят не говорить о больном, о диагнозе. Мы поначалу не говорим. Говорим там предраковое заболевание, но этот больной у нас лежит. Мы его видим очень часто в день по 3, 4, 5 раз. И мы потихоньку, постепенно готовим этого больного к этому диагнозу. Он-то понимает, куда он пришел и где он лежит, но сразу в лоб говорить, да, тоже мы стараемся как-то индивидуально, как-то подготовить, адаптировать его мозг к тому, что у него имеется это заболевание, и параллельно мы ведем активные беседы о том, что это излечимо. Да. И оптимистический настрой больного, да, это очень важно. Вот, говорят, операции, да, мы делаем большие операции, но операция это 50% успеха. Надо еще выходить больного в послеоперационном периоде. И если у него будет кислый настрой, это будет очень проблематично сделать. Поэтому оптимистический настрой больного, чтобы он захотел выздороветь, это психологическая работа, которую мы ведем активно у нас в стационаре. Ну, как-то подходы такие. Так что прямо в лобовую мы им говорили, если они не против. Некоторые приходят, которые уже знают свой диагноз. Разные больные бывают. Некоторые прям бегут в онкологический центр, быстрее бы избавиться от этой болячки. Другие больные нет, наоборот. Молодые даже больные, которые говорят: нет, ничего не хотим, дайте обезболивание, пойдем домой и будем, да. С такими больными мы их вызываем. И очень часто бывает, что они не приезжают, мы посылаем людей за ними, чтобы они молодыми людьми, чтобы их вытащить с дома, чтобы они приехали, чтобы как-то можно было помочь этому человеку. Все очень индивидуально. Как часто люди должны обследоваться, вот скажем, хотя бы обследовать те органы, которые
наиболее уязвимые, да, это вот мы же говорим о раке молочной железы, легкие, да, вот легкие, насколько я знаю, не визуализируется новообразование, если делать флюорографию, да, и прочее. Поэтому вот какие-то вот советы, вот самые-самые важные, ключевые. Слово флюорография для меня это просто меня трясти начинает. Слушайте, никто в мире уже ею не пользуется. Даже при диспансеризации, Да-да-да. когда вообще диспансеризацию надо проводить, значит, в возрасте от 18 до 39 лет один раз в 3 года, после 40 лет каждый год. Да, и для каждой нозологии, так сказать, есть определенные сроки, скрининговые программы. Да? Например, после 50 лет колоноскопию желательно проводить, да, мужчинам 3-4 года один раз для обнаружения там, да. И, например, вообще все скрининговые программы, их много скрининговых программ, но эффективность этих скрининговых программ тоже под вопросом. Из всех скрининговых программ всего 5 доказали свою эффективность. Молочная железа, шейка, легкие, кишка. Да. И остальные скрининговые программы приводят к гипердиагностике. Это уже доказано, да. А гипердиагностика не нужна в таких ситуациях, когда, значит, люди идут дальше себя обследовать более инвазивными методами и выполнять там органоразрушающие операции, удалять себе по полорганизма, да. То есть это уже доказано, что есть определенные скрининговые программы, которым надо придерживаться. Вот, например, сдать анализ кала на скрытую кровь, да, после 50 лет, да, обязаны. Да, 3 года один раз, потому что это доказало свою эффективность. Или там выполнение маммографического скрининга доказало свою эффективность. Женщинам после там, 40 лет, да, обязательно там, выполнение ультразвукового исследования. Это больше как просветительская программа. Народ должен знать про это, граждане должны знать. Просто люди не знают. В этом вся проблема, что люди не знают, что делать и как делать. Ну вот конкретный вопрос по раку молочной железы, вот как вы сказали, я обычно говорю, после 45, когда начинается гормональная перестройка, все-таки в 2 года раз обязательно делать маммографию, наиболее информативно. А по поводу УЗИ мы все-таки для себя считаем, что для нерожавших женщин оно более информативно. А вот для тех, кто уже в таком предменструальном периоде, это, конечно, маммографические исследования. И, наверное, вы ссылаетесь на это замечательное исследование, когда в Москве провели целую целевую программу по раннему выявлению рака молочной железы и на 30% улучшили показатели ранней выявляемости. На самом деле это была замечательная государственная программа, точно так же, как и по кишечнику. Вот была очень хорошая программа сделана. Вот у меня почему к вам, дорогие начальники, большое предложение. Год онкологии объявить. И каждый месяц вот такую небольшую передачу по каждой нозологии, информативную дать, небольшую. И это будет великолепно. Народ хоть будет понимать, куда, простите, маршрутизироваться и бежать. И не нужно бежать в Россию, а нужно идти вот сюда. Ну, на самом деле, вот Ирина Шотовна, наверное, подтвердит, Министерство здравоохранения всегда как бы в эфире, мало когда мы не находимся в эфире, не обязательно я, наши главные врачи, у нас была рубрика, когда наши главные врачи говорили, и пациенты у нас есть тут в стране передача, Да, правильно, сейчас новая приезжают. передача, проект у нас пошел. У нас пациенты. много Очень проектов, хорошо. мы постоянно, никто не отказывается. Вот, видите, Народ Валерьевич, я думаю, теперь будет спокойно ходить. Я ему тут не нужен, да. Он в оказался формате. таким оратором, я не ожидала, честно. Очень говоря. убедительно Да, говорил, да, замечательно да, да. Мы говорил, активно ведем и социальные сети, и наши коллеги, врачи и лечебные учреждения ведут социальные сети, как базовые такие вот, там, допустим, ну, тот или иной лечебно-профилактическое учреждение, то или иное, оно имеет странички, имеет социальные сети. Мы в эфире, мы говорим. Вот сейчас вот недавно диспансеризация была по поддержке Минздрава, совместно с ВАК мы ездили, там наши коллеги, мы обеспечивали и техникой, и коллегами, специалистами. ВАК, они по-своему взяли нагрузку. Совместная акция по диспансеризации детей вот в Очинчинском районе, в Гудаутском районе. Ездила, Да, все это там всё освещается. освещают, Да, учитывая какие-то наши возможности, да, широко вот так вот пойти на диспансеризацию всего населения.
Для этого надо, как я уже говорил, подготовиться, Да. чтобы эффект был, а не диспансеризация ради того, чтобы мы там куда-то выехали и вернулись. Надо все продумать, надо все просчитать, надо все подготовить, и в этом плане надо уверенно Эдуард двигаться. Валерьянович, мы все понимаем, что это очень затратно, да, вот это массовая еще только перестраиваемся с диспансеризация, ковида, да. понимаете? Но Да. все равно Нас- конкретное предложение Не, поступило мы от всё Лали услышали. Михайловны, Мы да, услышали. вот по поводу года онкологии или борьбы с онкологическими заболеваниями, как-то это Да, можно формулировку онконастороженность придумать. назовем, и Да, всё. да, вот так вот делать. И в рамках как раз-таки вот какой-то программы, может быть, вот сегодня так много вы говорили о скрининге, все, по-моему, говорили вот об этом. Я вот как не специалист все-таки думала, что я еще понимаю ресурсы наши, что они очень ограниченные, но тем не менее, вот именно люди, которые находятся в группе риска, можно так назвать, вот, да, у кого предрасположенность, еще что-то и так далее, вот с определенными группами населения хотя бы провести вот эту диспансеризацию, вот где большие организации, вот скажем, вот у нас на телевидении это бабье царство, очень много женщин работает, да, вот если бы нас обязали бы, скажем, пройти диспансеризацию, вот скажем, да, на... Кто вас должен обязать? Да? Вы же руководитель. Или я должен Нет, обязать? да, вы. Пожалуйста, Я я хочу, чтобы обязываю вы вас. нас обязали, А я вас чтобы мы обязываю. прошли ту же маммографию, кстати говоря, было бы... Это важно, опять же говорю, мы то стесняемся, то боимся, то некогда, да? Приходите Как мы всем все живем? коллективом. Некогда, завтра, Минздрав. послезавтра. Сейчас вроде бы ничего не тревожит и так далее. Но мне кажется, вот как раньше было в Советском Союзе, советское время я не это буду было, на да. западный опыт Эдуард ссылаться. Валерьянович, Там, на а самом мы деле. же в онкологическом научном центре вот такие десанты делали на большие предприятия. Нас Вот, прямо вывозили, вот. трапезников приказным порядком, мы ездили и все делали на местах. Я вас Всё. услышал. Давайте один-два проекта хотя бы вот в рамках года борьбы с онкологией мы Замучили. это сделаем. Пожалуйста, вот начальство сидит, пожалуйста, мы Мы все предлагаем. вас услышали. Мы уже практически стали журналистами, а вы когда стоите врачом? Хорошо. Все. Все впереди, да? У вас даже сосед, видите, главный врач. Вы- Лаля Михайловна как-то Ну, дорогая. сказала, что вот отношение к здравоохранению вот у людей в 90-х, да, особенно изменилось. Вообще в 90-х изменилось, поломалось, сломалось, Да, разрушилось да. все, скажем вот так вот, да. Доверие возвращать тоже не так легко, хотя это, конечно, происходит. Вот мне кажется, что очень важно, чтобы... Вот ведь без науки и здравоохранения нет, правда же? Вот без науки. Вы всю свою жизнь занимаетесь с наукой, доктор медицинских наук, это звучит очень серьезно, должна сказать. Вот, да? Поэтому вы, конечно, знаете все вот прорывные вещи, которые происходят в науке. Но на самом деле какие-то серьезные прорывные вещи вот произошли. Мы не специалисты, мы не знаем в науке, в онкологическом, по направлению онкологии, скажем так, да, чтобы на самом деле дать надежду многим людям, которые сейчас болеют онкологическими заболеваниями. Но если можно, я Наука, опять вернусь да. к тому, что мы уже говорили. По сути Да. своей, в нашей беседе мы всех этих аспектов коснулись. Да. Но опять же, я хочу сказать, что вот данное заболевание переведено в ранг хронических заболеваний. Понимаете, что Да, такое хроника? конечно. Не вы, а в смысле аудитория. Да, я потому тоже что знаю. острая ситуация, она требует сиюминутного вмешательства. Хроника – это длительный период заболеваемости, который требует на определенных этапах разных подходов. Так вот, злокачественное образование уже теперь в разряде вот таких заболеваний. Это первое. Второе, существует огромное количество к настоящему времени методик, которые позволяют лечить человека длительный период времени различными комплексными, комбинированными методами. Вот много сегодня звучало о таргетной терапии, говорили. Что такое таргетная терапия? Это мишень, на которую воздействуешь. Ее сначала находишь благодаря хорошей диагностике, а потом начинаешь как бы на мишень пересаживать тот препарат, который ее блокирует. Соответственно, процесс прекращает активизироваться.
Это грубо очень, но понимаете, как Да, это да, все да. пытаюсь Главное, объяснить. понятно, да. Но это замечательный подход, который себя удивительным образом оправдал. И есть колоссальные работы, сейчас огромный клинический материал, но это уже практически 20-25 лет в мире накапливается. Мы пришли к этому позже, но мир показал, что это очень активные методики. Но самое-то интересное в другом, особенности человеческого организма. Вы знаете, мы столкнулись с тем, что все равно к таргетной терапии развивается резистентность. Организм как бы защищается. И если, например, на примере рака легкого мы нашли рецептор один, на который посадили прекрасный препарат, и все застабилизировалось, организм буквально в 2 шагах от этого генного модифицированного рецептора дает новый рецептор, это на который у поликлональная нас стопа. уже нет, да, на который у нас уже нет препарата. То есть мы столкнулись с тем, что прекрасный метод, он нашел свою нишу, но идем дальше, и теперь появилась иммунотерапия. Это совершенно великолепная вещь. Мы работаем с собственным иммунитетом человека. Но он внесет в себя тоже свои подводные камни, но это для специалистов. Для больных он замечателен в том случае, когда есть мутация и когда мы можем использовать этот препарат. Но выяснилось, что мы, раскачивая собственный иммунитет на определенном этапе, у некоторых больных, не у всех, не можем потом его остановить. То есть эффект становится бесконечным. Даже не давая препараты, мы видим нарастание самого эффекта, и на каком-то этапе начинают возникать аутоиммунные процессы. То есть мы сейчас в стадии накопления колоссального клинического материала для того, чтобы понимать эти ниши. Все эти ниши заполняют мозаику для того, чтобы сделать огромное полотно, и чтобы у нас не было проблем. Когда мы видим больного и в ступоре начинаем соображать, мы ему не можем помочь. Мы можем помочь. Реально можем помочь. Я вот еще раз говорю, с 4-й стадии заболевания они живут длительно. А те пациенты, которых мы абсолютно излечиваем, о них мы сегодня не говорили. У нас же Вот огромный я пласт хотел- больных. Хотел, Да, пожалуйста. вот знаете, вот перейти в чуть другую плоскость. Вот сегодня у нас такая вот теоретическая форма, да, там. А может, приедете, вот сделайте передачу в онкологический центр, цикл передач будем делать, чтобы посмотреть оборудование, посмотреть отношения, взять интервью у пациентов, взять интервью у персонала, посмотреть. Вот мы сейчас сегодня очень много рассказали о работе. Но давайте вы глазами журналиста приедете и посмотрите, все ли так, как мы говорим. Кстати, хорошая Сделаем идея. цикл передач, чтобы пациент видел визуализацию. Вот мы сегодня рассказали ему, что надо приходить, делать скрининг. Если что-то тебя смущает, куда приходить? Посмотреть, картинку показать, как визуализируется центр, как людей встречают, как лечат, какие условия. Все это важно для нашего пациента. Для наших Единственная проблема будет, что онкологические больные не захотят, чтобы их Подождите, не надо так показывать. однозначно говорить. Есть Не, у нас люди, уже которые... были неоднократно. Да, и мы говорят... там мозаичкой да. Снимали наши там. Главное, чтобы Нарт Валерьевич Он будет, держал у нас. будет. Вот это Ну, важно. тогда мы готовы. В Да. таком случае. Это будет вторая как бы часть, уже практическая. Снимите, как оперирует команда под руководством Нарта Валерьевича. Да. в операционной. Вы знаете, я слушала нашего главврача, и если я часто жалуюсь, и многие здесь жалуются на работе, что вот мы приходим утром, ну это вот часть коллектива, на которой основная нагрузка, да, и мы вот к 9 вечера никакие возвращаемся домой, что мы устаем. Я просто, когда услышала вот то, что я сегодня услышала, мне показалось, что я не имею права вообще дальше жаловаться на то, что у меня непростая работа. Ну, на самом правы, деле, вы тяжелейшая работа, тяжелейшая. Еще один такой чисто человеческий момент, пусть он будет линейным. Ладно, я вообще боюсь онкологов. И первый онколог, с кем я познакомилась, это Вова Аргун. Наш Вова Аргун, который, вы знаете, Да, конечно. все замечательные Мы все онкологи. там Владимир и так Меджидович далее, да. Аргун. Ну да, просто какая-то консультация много лет назад мне нужна была, и я слышала о нем, была наслышана и обратилась к нему там в Москве.
И я ожидала, что сейчас я встречу такого черствого человека, который в жизни столько всего повидал, столько боли человеческой и так далее. И совершенно по-другому его представляю. Я, когда с ним встретилась, пообщалась, я была в ужасе. Боже мой, по сравнению с ним, я, у которой как бы другая профессия, другая жизнь, какая нервная, дерганная и так далее. Какой он мягкий, какой он теплый, какой он комфортный. Это что-то я, кажется, не туда попала, да, вот так вот. И, в принципе, вот это впечатление первое, которое у меня сложилось, оно получило Очень развитие приятно. сегодня. Сегодня, вот в нашем формате разговора это получило развитие. Ну, завершим. Правда, восхищена тем, что вы делаете. Реально, честно. Знаете, как я не ваш подчиненный, могу говорить вам в лицо все, что я о вас думаю. Вот та самая Ну, ситуация. сейчас скоро вы на полставочки возьмем. Нет, это другая история. Так что я просто... Нет, это замечательно. Спасибо вам большое за ваш труд, на самом деле. Большое спасибо. И я должна вам сказать, просто дополню ту фразу, которую вы сказали относительно занятости. Я когда говорила с медперсоналом, я же внутри все узнала по поводу Нарта Валерьевича в том числе. Слушайте, человек там живет. Он практически не уходит вообще никогда. Это меня потрясает. Он знает каждого больного, который находится в стационаре. Это невероятно. Ну, то есть я то же самое много, когда делала все, но так, вот так никогда. Про любого пациента в химиотерапии или в хирургии он знает все абсолютно. И делает замечания врачам предметно по каждой ситуации. К чему я все? Дай вам Бог здоровья. Не выгореть эмоционально, что самое главное. И при таком начальстве, я думаю, будет все замечательно. Но вы обещали, год онкологии, объявите, пожалуйста. Мы сказали, что мы подумаем в этом направлении. Ну, хорошо. Не я ударяйся. же не против, но надо же Нет, я понимаю. подготовиться к этому. Не просто Спасибо. Спасибо. Нарт Валерьевич, хотите что-то сказать? Я хочу обратиться ко всем гражданам нашей республики и сказать, чтобы они были онкологически насторожены. Пусть приходят, пусть обследуются. Чем вы больше обследуетесь, да, тем у нас есть больше возможность выявить заболевания на ранних стадиях. Чем мы больше выявим заболевания на ранних стадиях, тем будет эффект лечения лучше. И запомните, что онкология – это не приговор в 21 веке. Это лечится. Даже, вот как говорила Валя Михайловна, даже на 4-й стадии мы увеличиваем продолжительность жизни, улучшаем качество жизни. Надо просто все делать вовремя и вести здоровый образ жизни. Ну, это самое главное, наверное. Ну, и я тогда дополню. Давайте. Значит, я со стороны Министерства здравоохранения хочу сказать, что как уделялось пристальное внимание онкологии, так еще больше будет уделяться. Я уже говорил, что и по оборудованию есть у нас продвижение, и по персоналу, и мы разговариваем с московскими нашими большими друзьями, которые могут приехать также здесь проводить и мастер-классы, и операционные, там, проводить серьезные операции, но для этого нужно оборудование. И не только онкологическую службу мы будем усиливать, я просто к нашим гражданам как бы отчет такой промежуточный даю о том, что мы всем лечебным учреждениям, вне зависимости от подведомственного направления, стараемся уделить максимум внимания, потому что задачи и цели, которые стоят у Министерства здравоохранения, я уже сегодня и на форуме об этом говорил, это увеличение продолжительности жизни и для того, чтобы комфортно нам всем здесь жилось здоровыми. Огромное вам спасибо. Минздрав и мои коллеги всегда готовы помогать людям. Итого. Ясмочка, это все? А у меня такие же впечатления, как у Ирины Шотовны. Такие замечательные гости у нас. И вот при такой сложной профессии сохранить вот такую эмоциональную теплоту, отзывчивость, это дорогого стоит. Спасибо. Спасибо. Мы сейчас еще на работу поедем. Да. Да. На самом деле большое вам спасибо. Отзывов положительных много в последнее время. Вот именно касаемо онкологического центра нашего. Он единственный национальный приятно. онкологический центр. И
то, что люди говорят, для нас это очень важно, правда же? Вот не нужна никакая в этом смысле контрольная палата или еще кто-нибудь, который придет и проверит там лекарства, как они назначаются, все ли там правильно используется, то, что выделяет государство и так далее. Вот есть случаи, когда не надо ничего проверять и никого проверять не нужно. Люди, пациенты из этой больницы говорят и говорят, и говорят самое положительное. И у меня почему-то на душе очень отлегло. Хотя почему я говорю, почему-то отлегло, что вот в этой сфере уже занимаются, значит, что-то будет. Всегда очень важно, чтобы был руководитель, который может понять проблему, озвучить правильно проблему, поставить задачи перед тем же правительством. Это очень важно. И это происходит. Не надо бояться рака. Мы должны избавиться от этого страха и вовремя обращаться к врачам. Тем более, что у нас есть вот такие замечательные доктора. Это была Аргама. До свидания.